Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. Сегодняшняя наша тема – лунные и солнечные буквы арабского алфавита. Мы постараемся сегодня ознакомить вас с лунными и солнечными буквами в кораническом контексте, так как кораническое письмо является индивидуальным письмом, то есть определенные правила, и постараемся вас ознакомить сегодня с этими правилами, чтобы вам легко было вычислить лунные и солнечные буквы арабского алфавита в кораническом контексте. Лунные и солнечные буквы арабского алфавита связаны с артиклем, то есть «аль». Это определяющий артикль в арабском алфавите. Количество солнечных и лунных букв арабского алфавита поровну, по 14 букв. Исключением алиф. Алиф не относится ни к тому и ни к другому. Итак, солнечные буквы арабского алфавита. Солнечные буквы, чтобы распознать в кораническом контексте, следует обратить внимание, что после артикля «аль» следующая буква будет со знаком удвоения. И над лямом будет отсутствовать знак сукуна. На примере «шамсун». В кораническом контексте будет писаться с артиклем в такой форме. «аш-шамсу». Обратите внимание, «аш-шамсу». То есть мы произносим фатха здесь и переходим на удвоенный знак. Лям, буква лям в артикле аннулируется и получается «аш-шамсу». Следует заметить, артикль – это определяющий знак, определение. Лунные буквы, в отличие от солнечных, артикль произносится, то есть буква лям в артикле произносится. Например, «камарун», а с артиклем «аль-камару». «Аль-камару», то есть лям, над буквой лям сукун произносится «аль-камару». И таким образом во всем кораническом тексте можно вычислять солнечные или лунные буквы по этим критериям. Первое. У солнечных звуков над лямом отсутствует сукун и следующая буква с артиклем. У лунных над артиклем лямом существует сукун и отсутствует удвоение. То есть как только вы увидите удвоенный знак, буква лям не читается. Как только вы увидите, что над лямом стоит сукун, она произносится. А на примере сейчас мы напишем первый аят из суры Аль-Фатиха. Обратите внимание на первые два аята из суры Фатиха. Смотрите, пожалуйста. Вот «Бисми Аллахи». Вот артикль. Над буквой лям отсутствует сукун. И автоматически мы переходим с огласовки на удвоенный знак. «Бисмиллахи». Теперь слово «Ар-Рахман». Над буквой лям отсутствует артикль, но третья буква «ра» со знаком удвоения. «Бисмиллахир-рах». Перепрыгиваем. «Бисмиллахир-рахмани». То же самое. «Ар-Рахим». Артикль отсутствует, нету его. С последней огласовки на букву «ра». «Бисмиллахир-рахманир-рахим». Обратите внимание теперь на второй аят. Лунные буквы как будут выглядеть. Вот смотрите. «Аль». «Аль». Вот он. Третья буква «ха» отсутствует знак, но у второго есть сукун. «Аль-хамду лилляхи раббиль». Обратите внимание, вот он. Так как «айн» лунная буква, над буквой «лям» в артикле будет стоять сукун. «Раббиль аламин». Уважаемые зрители, на этом мы сегодня завершаем наш урок. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.